Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 24 августа. Это у нас будет среда. Но перед тем, как я сделаю расклад, я хочу поздравить своих дорогих подписчиков украинцев. То есть мы с вами живем в одной стране, и у нас будет очень важный день. День независимости нашей страны, День независимости Украины. Я хочу вас поздравить, и вас, и себя. И хочу пожелать скорейшей победы и спокойной нам мирной жизни. Давайте посмотрим, что нас ждет в этот день. Каждого из нас. Начинаем с Овнов. 24 августа, среда. События дня для Овнов. Покажите мне, пожалуйста, что ждет Овнов в этот день. Так, Овны. Смотрим. Встреча. Первое, что я увидела пока. Может быть, деловая встреча. Рабочая, деловая. Получение информации, новости в электронном виде может быть. То есть смс-ка на телефон, письмо на почту. Застолье. Может, кстати, показывать, например, встреча, может быть, где-то в кафе, в ресторане, то есть где-то, где можно будет посидеть, пообедать, и обсудить вопросы. Гости. Видите, может, конечно, и гости, действительно. Пойдете в гости или к вам придут гости на какое-то застолье. Цыпленка нельзя. Так, теперь смотрим с вами горизонтали, вертикали. Луну нельзя. Тайную встречу нельзя. И здесь нет совпадений. Получается 4 события. Первое — это встреча деловая. Иногда и обычно проигрывается. Значит, встреча, получение информации, новости, гости и застолье. Вот такой у вас будет Овный день в среду. Благодарю за внимание. И перехожу дальше я к Тельцам. Сейчас посмотрим, что у Тельцов. Двадцать 24 августа. Среда. События для Тельцов. Покажите мне, что у Тельцов. Так, что у Тельцов? Смотрим. Первое, что я увидела, это событие друг называется. Сердце. То есть общение с другом, с подружкой, с приятелем. Может быть в этот день. Событие может быть в доме еще. Домик выпал. Приглашение. Смотрите, вас позовут. То есть приглашение в доме, это обозначает в родне. То есть это не имеется в виду только ваш дом. Это вся ваша родня. Кто-то вас, может быть, пригласит на какое-то событие. Обман может быть. Ложиться рядом с другом, обман. Сундук нельзя. Колодец нельзя.
поездка, дорога, смотрите, может быть, еще вечером. Может быть, поездка на это событие. Горизонтали, вертикали я не увидела совпадений, проверила. Значит, смотрите, у вас получается 5 событий. Первое было общение с другом, событие в семье, в роду, приглашение, поездка какая-то и обман. Да, то есть вот у вас единственное предостережение: будьте осторожны, обман может быть. Вот такие события для вас, тельцы. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к близнецам. Так, близнецы. Двадцать 24 августа. События дня для близнецов. Среда. Переворачивались карточки. Интересно, что это может быть. Может, сейчас события подскажут. Конфликт. Угу. Можете быть острые на язык в этот день. Неприятность. Ну, тут рядышком понятно, да, то есть что за неприятность. Сильный конфликт с кем-то. Так что будьте осторожны, вы можете прям разругаться в пух и прах. Застолье также может быть. Какое-то мероприятие. Может, на мероприятии. Верность, гармоничные отношения в паре. Видите, точно уже понятно, что это будет не с любимым человеком. Свидание. У вас тут, смотрите, застолье, лебедь и роза. Да, то есть очень похоже, что свидание с любимым человеком, то есть где-то в кафе, в ресторане, то есть где-то, может, поужинать. Может быть, дома романтическое, да, такое вот, устроите себе какой-то романтический вечер. Цветок нельзя. Ага, и интимная связь. Так, сейчас посмотрим еще горизонтали, вертикали. Еще есть хорошие новости. Шарики воздушные. Ключ нельзя. Успех нельзя, обе карты зафиксированы. И здесь нет. Значит, смотрите, что получается. У вас очень похоже на два события. Да, то есть, основных, и просто они описывают эти другие события, описывают одно. Здесь, смотрите, неприятность, да, то есть описывает, какая неприятность, конфликт. Причем очень серьезно, да, то есть мечи. Деретесь прямо вот на мечах, понимаете? Да, то есть вы слово, вам слово в ответ, слово за словом и конфликт. Дальше у вас хорошие новости. Все прекрасно в личной жизни. Свидание, интимная связь и застолье. Но я так понимаю, что это вот именно застолье будет связано с личной жизнью, да, то есть свидание, застолье. Может быть, у кого-то, конечно, проиграется, что у вас отдельно будет свидание, отдельно еще где-то вы с кем-то днем посидите, пообедаете. Ну, как вариант. Может быть и так. Так что, смотрите, у вас, да, с одной стороны все отлично в личной жизни, зато с другой стороны есть минус конфликт. Так, можете его теперь избежать, зная уже о том, что он может состояться. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Так, раки.
24 августа. События для раков. Покажите мне. Среда. Что будет у них происходить? Прекрасно. Цветок. Исполнение желания. Не забывайте, что иногда события проигрываются прямо в лоб, да, то есть цветок это цветок. Например, купили букетик цветов, купили новый цветок домой, что-то дома делаете с цветами, да, то есть так тоже нужно обращать внимание, да, события могут проигрываться. Ключик. Очень хорошо. Ключ показывает, что все в ваших руках в этот день. Да? То есть перед вами открываются двери, и вы можете все для себя получить, все, что хотите. Может быть, благодаря открытым дверям исполнится какое-то ваше желание. Да? Вот что-то давно хотели, не получалось, и вот у вас получится в этот день. Общение с другом, подружкой может быть. Угу. Так, и проверяем с вами горизонтали. Сразу вижу прибыль, сундук, поступления финансовые. Застолье вижу. У многих застолье выпадает в этот день. Будем отмечать праздник. Так, здесь нет, здесь нет. Ну, здесь я тоже не вижу. Получается, в этот день у вас исполняется желание, у вас возможности, открытые двери, да, то есть все получается, все удается. Общение с друзьями, может быть, друзья будут на застолье, и еще и финансовые поступления. Ну, просто не день, а сказка. Раки у вас будет в среду. Благодарю за внимание и перехожу дальше ко львам. Сейчас посмотрим, что у львов. Так, львы. Двадцать 24 августа, среда. События для львов. Покажите мне, пожалуйста. Сразу у вас выпадает лебедь. Это верность. Гармоничные отношения в паре. Ну, если, конечно, пара есть. Это событие парное. Домик нельзя. Сундучок. Финансовые поступления могут быть в среду. Прибыль, прибывают деньги. Интимная связь, может быть, кровать. Ну, или желание, да, вот полежать, отдохнуть, ничего не делать. Поездка, дорога, машина. Приглашение. Смотрите, вас могут куда-то пригласить. Да, возможно, вы едете по приглашению куда-то. Змею нельзя. Так, и проверяем с вами горизонтали, вертикали. Нет,
ничего не увидела. Значит, у вас получается 5 событий в этот день. Первое событие — все отлично в личной жизни, да, любовь, гармония, верность, да, вот такие очень вы как будете, как два лебедя. Друг с другом будете целый день. Дальше прибыль у вас будет интимная связь, может быть, также будет приглашение и может быть еще поездка в этот день. Иногда машина показывает, мы делаем что-то с машиной, не знаю, там, допустим, присматриваете, да, машину какую-то, не знаю, может быть, присматриваетесь, какая-то дорога, поездка намечается. Иногда не обязательно прям в этот день. Мы можем, например, собираться в дорогу, покупать билеты, и тоже показывает машину, да, то есть тоже выпадает на день дорога. То есть даже когда мы готовимся к дороге, все равно дорога выпадает. Так что вот такие события хорошие у вас, львы, в среду. Благодарю за внимание и перехожу дальше к девам. Дальше у нас идут девы. Двадцать 24 августа. Среда. События для дев. Покажите мне, пожалуйста, что будет у дев в среду 24-го. Так, у вас выпадает колебание, весы, да, то есть когда мы сомневаемся, так делать или так, да, это покупать или это, то есть стоите перед каким-то выбором. Также, смотрите, есть события в месяце, Луна. Нерешенный вопрос есть у вас какой-то в этот день. Ожидание. Приглашение. Решение вопроса. Вот смотрите, если какой-то вопрос очень долго не решался, если вы в среду попробуете, вы точно решите, потому что ножницы выпадают. Да, то есть если выпадают ножницы вместе с цепью, это означает, что вопрос решится. Тот, который долго, допустим, никак вы не могли решить. Так что есть возможности. Время, смотрите, еще выпало будильничек, и у вас здесь, видите, есть ожидание. То есть подсказывает по времени, что будет происходить. Возможно, вам придется подождать. Да, то есть если будильник в основном показывает спешку, да, когда мы наоборот торопимся, спешим, в вашем случае это будет именно ожидание. То есть, возможно, вы приедете пораньше, или вы, допустим, планировали получить в одно время что-то, да, а затянется и придется ждать. То есть у вас именно будет затягивание со временем. И застолье еще есть. Значит, смотрите, что у вас получается. У вас в этот день с утра какой-то выбор, да, колебания, сомнения. Затем события, которые происходят каждый месяц, может быть, даже в этих числах, да, вот прям каждый месяц. Нерешенный вопрос, который решится, но, возможно, придется подождать. Да, вот рядышком они выпали, то есть невозможно решить, подождали, решили. И будильник, да, говорит, потерпите, подождите. Приглашение. Еще получаете приглашение, да, потом где-то что-то отмечаете. Вот такие события. Ну, в принципе, у вас здесь только из минуса это ожидание, да, то есть придется подождать в этот день. Ну, зато вот подождете и все, что запланировали, сделаете по ножницам.
Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку я оставлю для вас под этим видео в описании. Если вы вниз прокрутите, вы там увидите, там написано ссылочка на вторую часть. Нажимаете, переходите, там все следующие 6 знаков зодиака. Если вы не знаете, где искать, как вам неохота искать, то можете мне в комментарии оставить запрос. Напишите, мне нужна ссылка на вторую часть. Я вам тогда в комментарии оставлю. Жду вас во второй части.